Это интересует каждого верующего таджика. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, смогут ли таджикистанцы совершать хадж и умру. Рассказали в комитете по делам религии. И как в принципе обстоят дела с религией в стране. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних и важных событий. Решение о проведении главного хаджа в текущем году находится в компетенции принимающей страны и зависит также от эпидемиологической ситуации. С нашей стороны нет никаких проблем. Если принимающая сторона примет соответствующее решение, то мы со своей стороны готовы отправлять людей в хадж, отметил на встрече с журналистами глава комитета по делам религии Таджикистана Сулаймон Давлатзода. Что касается малого хаджа умра, то, как отметил Сулаймон Давлатзода, это зависит от получения визы. Мы пока не отправляем массово людей в умру. Граждане Узбекистана отправляются в умру с 22 января. Они получают туристическую визу и отправляются группами. Наши граждане тоже отправляются в умру через Ташкент, пояснил глава комитета. Мы тоже намеревались разрешить умру в декабре, но ситуацию осложнило появление нового штамма коронавируса. Мы обратились с письмом в Республиканский штаб по профилактике и борьбе с COVID-19 и пока ждем ответа от них, поделился Сулаймон Давлатзода. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Также стало известно, что около 3 миллионов сомани составил общий объем штрафов за нарушение закона о регулировании народных традиций, торжеств и обрядов в 2021 году. Как сообщил на встрече с журналистами во вторник в Душанбе глава комитета по делам религии и регулированию народных традиций, торжеств и обрядов Таджикистана Сулаймон Давлатзода, в прошлом году в республике было зарегистрировано 123 353 свадеб и других народных обрядов. По его данным, этот показатель превышает показания проведения народных обрядов за 2020 год на 28 048 фактов. Судами страны за нарушение закона о проведении обрядов рассмотрено 681 административное дело, что на 72 больше по сравнению с 2020 годом. 43 из них были прекращены, а по 668 административных дел приняты соответствующие меры. Общий штраф за нарушение указанного закона составил 3 906,5 тысяч сомани. А как вы относитесь к таким законам и к тому, что власть в это вмешивается? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!